А вот когда вы начинаете говорить ту позицию, которая не угодна России, да, когда вы не представляетесь исламистам, которыми чеченцы никогда не были, да, и первый парламент Чеченской Республики не входили никакие там исламисты и каратисты, то вот эта позиция, она не угодна, а вроде бы должно было быть наоборот. Добрый день, Аслан, добрый вечер. Мы сегодня собрались с тобой поговорить о публикации, которая была 11 февраля. Как ты помнишь, мы обсуждали с тобой историю, которая для меня тогда показалась очень важной, потому что это было не просто разговор о свободе, и не просто разговор о свободе Чеченской Республики Ичкерия, а это был разговор о правовых основах, о том, что есть настоящая прямая доказательная база того, что происходит сейчас с Россией и что происходит в России по отношению к Чечне. Это абсолютная фальсификация и ложь. И мы ведь, когда с тобой говорили об этом, мы не использовали ни одного непроверенного документа, мы не использовали ни одной ссылки, которая бы не была опубликована. Мы даже сделали такие рамочки, да, внутри интервью, в которых давали цитаты и давали прямо ссылки на документы, которые говорились. На договор с Ельциным, на Конституцию Российской Федерации, на Конституцию Советского Союза. То есть на все документы, которые подтверждали наш с тобой разговор. И что мы получаем? Мы получаем, как ты вот написал только что в Фейсбуке, мы получаем, что YouTube по указанию российского Роскомнадзора блокирует это видео. Причем не объясняя, насколько я понимаю, может быть уже объяснил, да, сейчас поправишь меня, не объясняя причин. Просто контент, который не угоден Российской Федерации. Понятно, что он не угоден, если... Куда уж дальше-то идти? Правда не угодно. Но тут вопрос... Мы сейчас вернемся к этой правде. Это очень важно повторить все будет. Но вопрос ведь в чем? YouTube вроде бы как бы не подразделение ФСБ и не часть пропаганды, которой руководит Соловьев там, или Киселев, или кто там, или на Старой площади. Поэтому как-то странно, да? Более того, по-моему, по всему Ютубу распощено или размещено миллион видео, в котором Байден прямо говорит, что Путин убийца. Тут какая-то нестыковка в сознании Ютуба или что там происходит вообще на самом деле. Вот расскажи, пожалуйста, сначала, как ты думаешь, что случилось, да? Если у тебя есть какие-то подробности, то будет очень интересно, конечно, нам узнать. А потом уже в целом поговорим, да? Ну, как известно, вот служба цензуры России, я ее называю Роскомпозор, они уже давно занимаются этим делом, да? Роскомнадзор, настоящее его название вот этого органа, был заложен еще президентство Дмитрия Медведева по его указу, и они вот занимаются вот крамолой, как в советское время, когда все, что не угодно и противоречит линии партии, оно должно быть запрещено, и другого мнения не должно быть, как мы знаем. Мы знаем, как «Голос Америки» глушился, «Радио Свобода» глушилось, ну и так далее. И вот мой канал на территории России, он запрещен в принципе. Я не проповедую никакой терроризм, в чем нас в последнее время обвиняли. И я, наоборот, выступаю против любых террористических методов. Более того, я выступаю за мирный вообще протест, за мирное решение, и считаю несиловые действия, они более эффективны. Но, несмотря на это, мой канал запрещен на территории России в принципе. Это легко обойти, эту блокировку. Достаточно в Ютубе
у себя в телефоне, у меня есть инструкция на моем канале, у себя в YouTube поменять страну. И все, и можно смотреть. В этом плане удобно этот вопрос решить. Но вот YouTube для того, чтобы им разрешали работать на Россию, на территории России, иногда делает вот такие вещи. Запрещает и канал в целом, и отдельные видео. В последнее время они начали делать акцент, Роскомпозор, на те видео, которые касаются истории становления чеченского государства. Мы знаем, сколько много лжи и пропаганды, сколько подтасовок по поводу этого. И именно поэтому мы с тобой сели тогда, и тебя это интересовало, и мне это нужно было рассказать. И мы с тобой обсуждали эту тему. Все было в рамках закона, даже российского. Да, никаких призывов к какой-либо деятельности мы не высказывали. Но это не первое, еще раз повторюсь, не первое видео. Например, ранее у меня было видео одно заблокировано, и в связи с пропагандой терроризма была такая формулировка, я написал жалобу, и, слава богу, отменили вот этот свой незаконные, скажем так, отменили свои незаконные действия. Поэтому в Ютубе работают, есть русский офис Ютуба, и этот офис Ютуба, он занимается, там работают, конечно же, россияне, русскоязычные, так как у нас контент русскоязычный, поэтому, соответственно, и люди, которые занимаются нашим контентом в Ютубе, должны быть русскоязычные. И они русскоязычные. Так вот, они скручивают у меня подписчиков. Каждый раз мне много жалоб поступало. Даже здесь, в Германии, среди моих знакомых были люди, которые говорили, я вот подписывался, мои личные знакомые, даже родственники есть, и не получаю от тебя, от твоих видео уведомлений. И смотришь, ну это взрослый человек, который мне говорил, и смотришь, у него снята вот эта подписка. Раньше делалось очень много вот этих скручиваний подписчиков у меня. И я начал много жалоб писать. Я на форуме YouTube писал жалобы, и там в YouTube писал жалобы. И в связи с этим вот это массовое списывание, оно прекратилось. Потом же списывание происходит, ну, например, у меня 10-20 человек в день добавляется, вот столько же, 20-30 там по-разному, и столько же списывается. Ну, канал стоит на одном месте, делается так. Хотя я вижу, что они каждый день добавляются, и каждый день они столько же убавляются. То же самое происходит с комментариями, то же самое происходит с просмотрами, тоже скручиваются. Это, я считаю, попустительство Ютуба. Они допускают такие вещи у себя, видимо, может, как-то не могут с этим бороться. Но я заметил одну очень интересную вещь. В 2019 году, в 2020 году, в прошлом году, в декабре, по-моему, месяце, была раскрыта атака на американские ведомства, Пентагон, и другие какие-то государственные ведомства была атака. И американцы об этом заявили. И вот, Андрей, это было невероятно. Произошел резкий рост моих просмотров, когда американцы начали, видимо, их там как-то щемить, или же те подумали, что их будут щемить как-то, выявлять. Они, видимо, прекратили всю свою деятельность. И около месяца или полутора месяцев у меня был рост, это можно по моему видео просто посмотреть, рост просмотров в 2-3 раза, добавилось очень много подписчиков, тоже, ну, короче говоря, как будто кто-то душил этот канал, душил и дал ему вздохнуть. Вот такое вот ощущение у меня было, смотря на свой канал. Ну, потом, видимо, российская сторона поняла, что не так страшен американский вот этот механизм преследования, и они снова возобновили свою эту деятельность и вот занимаются вот такой неправомерной
подрывной деятельностью, скажем так. Позволь, я тебя прерву сейчас, да, потому что, чтобы уточнить, во-первых, вопрос у меня такой. Мы вот это все с тобой обсуждаем, ведь правда не потому, что мы некие блогеры, которые гонятся за гигантским количеством подписчиков. Да? Мы же не рекламируем кроссовки Nike там, или что-то в этом роде. Да? У нас нет такой задачи. Мы воспринимаем пространство YouTube, так же как и социальные сети, как поле, на котором мы можем противостоять российской пропаганде. Ведь мы выполняем на самом деле работу, да, и как и ты, так и мы это делаем не за деньги, не за то, что нам кто-то платит, да, что нас наняли и так далее, а потому что мы просто не можем молчать. Да, мы живем, но потом понимаем, что кто-то раньше, кто-то позже, но приходит к тому, что если ты молчишь, то ты просто подлец, да, который не видит, что происходит. И дальше. Следующий вопрос у меня вытекает из этого. Что такое команда YouTube, которая работает на русскоязычную аудиторию? Да? Они где находятся? Они находятся в Москве, они находятся в Ирландии, они находятся в каком месте? Где их собрали, вот этих людей? Как ты думаешь? Я точно не знаю, где находится вот этот их офис. Слышал от сотника, который тоже подвергается вот этому давлению, и они находятся в Балчуге, гостиница Балчуг-Кемпинский. Ну, то есть это, тогда это просто люди, которые работают на ФСБ, понимаешь, потому что невозможно себе представить сидящих людей в Балчуге, в Кемпинске, в Москве и не работающих на ФСБ. Я вот не верю. Тоже, я уверен, что люди, которые работают в YouTube, Facebook, там русский язык, кто находится на территории России, может быть, не ко всем, но к многим ищутся ключики, подходы разные, чтобы эти люди как-то помогали государству, России там, и так далее. И ты совершенно правильно сказал, Андрей, мы это делаем не ради денег, если я говорю, что вот там просмотры убираются и так далее, это делается не ради денег, у меня вообще нет монетизации, у меня ее первым делом снесли, эту монетизацию по жалобам, поэтому я очень аккуратно сейчас уже выкладываю все свои видео, так как был ими пойман и получил страйк, но здесь что важно? То, что не развивается канал, и наша позиция, которую мы доносим, она не доходит до большего круга людей, до которого мы хотели бы донести эту информацию, так как людей обманывают. Например, есть каналы чеченские, которые ведут чеченцы, чеченские блогеры, чеченоязычные блогеры, которые абсолютно спокойно раскручиваются на территории России, у них не убирается монетизация, у них все отлично, причем они ведут такую околоисламистскую риторику, прикидываясь одновременно и как бы и демократами, но и прикидываясь и вот этими исламистами. Хотя на самом деле они являются, есть такой блогер Абусадам Шишани, Тумсу Абдурахманов. Это является сотрудник, раньше работал в электросвязи по Чеченской Республике, то есть занимался прослушкой наших партизан. Потом сейчас его вывели сюда в Европу, и вот он занимается раскачиванием лодки против правительства в лице Ахмеда Закаева и представляя нас такими отмороженными исламистами. Хотя сейчас для получения позитива в Европе он уже как бы по-другому пытается себя преподнести, но это не смущает. Вот у этого человека 300 тысяч подписчиков. Его видео не запрещается на территории России. Точно так же есть такие каналы, зеркальные каналы, которые берут его видео и распространяют, их десятки, ну, может быть около 10. И никто никак не влияет на эти каналы, им никто ничего не запрещает. Работают и развиваются. У них все отлично. А вот когда вы начинаете говорить ту позицию, которая не угодна России, да, когда вы не представляетесь исламистам, которыми чеченцы никогда не были, да,
и первый парламент Чеченской Республики не входили никакие там исламисты и каратисты, то вот эта позиция, она не угодна, а вроде бы должно было быть наоборот, да, как бы Россия как бы демократическая страна, Ичкерия демократическая страна, и как бы таких людей они убивают, называя, ну не таких людей, конечно, убивают людей, которых обзывают террористами-исламистами, которые борются за право жить на своей стране, исповедовать религию, как они хотят. А вот такие люди, подготовленные Россией, обученные, вот эти цеховики, так называемые блогеры, цеховики, их, у них как бы открыт путь, дорога, и никаких проблем у них нет, не возникает. Во-первых, говорить про российскую сейчас сторону бессмысленно, да, потому что, ну что говорить о них, почему они запрещают? Понятно, что они запрещают, потому что мы им враги. И тут нету, по-моему, нету никаких мнений. Я сначала вернусь к тому, что ты говорил про монетизацию. Да? Вот на нашем канале маленьком есть монетизация. Это, конечно, никакие не деньги, да, там это какие-то, да, это какие-то там центы. Ну, а что хорошо в этой монетизации? Извини, Андрей. Хорошо то, что если есть реклама, ваше видео растет. Вот для чего мне нужна была эта монетизация. Да, это 100 евро в месяц, это не те деньги, которые можно обсуждать, но когда у вас есть монетизация, рекламодатель, который помещает рекламу на ваше видео, да, он размещает, и оно как бы растет, оно более интересно для YouTube. И тогда у вас канал развивается, просмотров больше, и вы можете доносить свою позицию. В этом смысле, а не ради денег. Понятно, да. Я это тоже так же воспринимаю, потому что понятно, что это не деньги, и на этом не заработаешь, и, да и нет такой задачи. Нам многократно отменяли эту монетизацию. Если мы говорим про Чеченскую Республику, например, там, когда мы говорили с Анзором Маскадовым, то моментально сразу отменяли. С тобой, когда говоришь, тоже отменяют монетизацию. Но мы каждый раз им пишем жалобу, и нам отвечает некая девушка или мальчик, там, которые не выглядят русскими. Во-первых, они пишут на английском языке, который, ну, хороший английский язык. У нас пишет дочка, которая очень хорошо говорит по-английски, ну, как на родном языке, да, и она пишет на сложном языке, они отвечают ей на сложном языке. Это что-то говорит о том, что эти люди вряд ли сидят в Москве. Ну, то есть, вот, у меня есть сомнения, да, вот нам, который отвечает. Может быть, это другой отдел, понимаешь? Те, кто блокирует само видео, да, это одна сторона вопроса, потому что, наверное, это Роскомнадзор. Те, кто блокирует монетизацию, наверное, это другое подразделение. Да? Я вообще не очень понимаю, ни ты, ни мы не находимся в России. Да? Мы не подключены в YouTube как российский канал. Да? Мы как Чехия. Да? Казалось бы, какое отношение к российскому этому сегменту? Они что, распознают по голосу, да, то есть то, что русский язык, и они передают вот в это отделение русскоязычное? Я не очень понимаю, как все это функционирует. На русском языке, Андрей. И я пишу им письма на русском языке. Мне в конце концов YouTube вообще перестал отвечать. Мне они перестали отвечать на мои вообще письма. Я им писал, жаловался. Они просто перестали отвечать. Я тогда начал уже на форуме YouTube писать. Есть такой форум. И туда выносить. И тоже как была реакция. Было видно, что какие-то меры принимаются. Ну вот, боремся. Может, связано с тем, что вы писали на английском, поэтому сразу письмо на английском языке перенаправляется в англоязычный YouTube, а я пишу на русском, и, соответственно, мне отвечали какое-то время на русском, но перестали отвечать. Ну, вот нам практически на все наши требования они пересмотрели свое решение, правда, это было уже через месяц, там, когда уже рост этого видео прекращался. Несколько интервью они так и оставили заблокированными, в том числе вот то, которое мы с тобой делали. Но смотри, вот еще раз, вот с российской стороной все понятно. Если там работают какие-то люди
на ФСБ или на кого там еще, неважно, да, в России, кто этим занимается, кто это контролирует, с ними тоже все понятно. Что их обсуждать, когда у них президент-убийца, названный громогласно уже. Поэтому, ну что о них говорить, да, им все равно, они уже бесполезно обращаться к людям, которые живут в стране и признают такое положение дел и считают, что это нормальным. А вопрос же сейчас другой. Вопрос к западным людям, которые, ну я не знаю, хозяевам Ютуба, не хозяевам Гугла, да, но есть же какие-то общественные организации, почему они не обращают на это внимания? Или мы с тобой просто не знаем, к кому надо обратиться? Я думаю, что надо этот вопрос вот пытаться как-то раскрутить и поднять, потому что, ну, смешно, да, казалось бы. Одна рука не знает, что делает другая. Да? Если Вашингтонская администрация говорит о том, что Россия – это враждебно настроенная страна, ее президент, еще раз повторяю, третий раз убийца, то, наверное, как-то странно блокировать людей, которые пытаются донести информацию о этой стране российской, да, и выявляют ее преступления, да, потому что преступления, которые, ну, мы уже много раз с тобой это говорили, и будем продолжать говорить, не остановимся, да, что преступления, которые были совершены в Чеченской Республике, начиная с 1994 года, как минимум, да, мы не говорим там про все 300 лет до этого, ну, хорошо, вот российская сторона несет ответственность с 90-х годов, когда она провозгласила себя независимой страной, окей. Вот они пускай отвечают за это хотя бы, дальше не будем сейчас трогать. Так вот, если они не отвечают за это, да, а мы пытаемся выявить их преступления, то почему тогда вот эта одна рука и другая рука себя не могут обозначить? Почему они не контролируют ситуацию? Что это за Google такой, который, ну глупость какая-то. Может быть, мы с тобой просто... Поскольку они уже тебя заблокировали, там, это видео, может быть, ты расскажешь в двух словах, тезисно, да, о чем мы тогда в этом видео говорили, и вообще, чтобы, ну, зачем они это делают, что там такая за правда была страшная для них, да, а, видимо, страшная, видимо, действует, раз они это блокируют. Потому что ведь они же не все блокируют. Если ты будешь просто рассуждать, ну, так, вообще о проблеме, их это не очень трогает. Их не трогает, даже если ты будешь называть какими-то там плохими словами там, Путина или еще что-то. Я этим не занимаюсь, потому что мне противно, да, употреблять. Но я видел очень много раз, что называют Путина там как угодно, да, не будем произносить. Но я видел это, и ничего это не блокируется. То есть дело тут не в этом. Дело в том, что это на самом деле правда, которая их очень беспокоит. Давай ты эту правду еще раз произнесешь, мы ее опубликуем опять и будем так делать дальше и дальше. Мы тогда с тобой говорили о правовых основах существования независимости Чеченской Республики. Давай просто их перечислим еще раз, если ты можешь. Ты спросил, что очень много вещей, связанных с историей становления чеченского государства, и которые противоречат. Я настаивал на том, что чеченское государство имеет такие же права, как сама Российская Федерация сегодняшняя, Украина, Казахстан и все другие союзные и автономные республики, которые тогда приравнивались в правах и стали такими наравне с союзными республиками. И мы с тобой с первых дней Советского Союза, с 90-го года, до развала еще Советского Союза, поэтапно все рассказали, да, мы рассказали даты, числа. Давай тезисно, просто сами принципы, да, о чем это основано. Нам не надо сейчас с тобой перечислять, потому что мы можем дать ссылку на эту информацию. Я потом внизу в видео дам ссылку, потому что на нашем канале эта передача, этот разговор не заблокирован. Пока что еще, да, и пока, ну, понятно, но пока не заблокированы, мы дадим ссылку, люди могут посмотреть, там все очень внятно и подробно. Я просто хотел, чтобы прозвучало вот эти несколько тезисов основных, на которые опираемся мы с тобой, говоря о том, что Россия нарушает все мыслимые законы, и все, и не будем углубляться, не будем утомлять людей, потому что, ну, тут не в этом дело. Да, ну вот, как я сказал, мы с тобой обсуждали именно тезисно, поэтапно, приводя документы. Вы очень хорошо сделали это видео.
где указываются ссылки на документы, ссылки на решения Верховного Совета, числа, даты. В хронологическом порядке мы с тобой полностью это все расписали. И тот, кто возражает против этого, тот мог в комментариях написать. Да, и на моем канале это видео было, которое я у вас взял, и на вашем канале оно есть, и никаких возражений мы не увидели, да, что нет, Арцуев, там, Курочкин, вы не правы, потому что было так-то и так-то, вот здесь было то-то и то-то. Никто нам не сказал, потому что возразить нечего было. И мы рассказали, что чеченское государство до прихода Дудаева еще, до прихода, когда Дудаев еще не был президентом Чеченской Республики, а был советским генералом, коммунистический представитель в Чечне Доку Гапурович Завгаев провозгласил там суверенитет Чеченской Республики, и потом уже Дудаев в 91-м пришел к власти, мы выбрали его президентом, и так далее, и так далее. И все это в хронологическом порядке, мы все это расписали. Мы расписали с тобой, обговорили с тобой то, что в 97 году был подписан между... Это очень важный документ, это исторический документ, это впервые в истории наших взаимоотношений на государственном уровне подписаны двумя президентами документ, Масхадовым и Ельциным, договор о мире и принципах взаимоотношения в 97 году. В мае месяце он был подписан. И мы доказали всем, кто смотрит наше видео, что чеченское государство это не часть России, что Чеченская Республика была внесена в 93 году в Конституцию Российской Федерации незаконно, что Чеченская Республика Ичкерия, Чеченская Республика не подписывала с Россией федеративный договор, как это сделали другие автономные республики, которые вошли в состав Российской Федерации. А соответственно, если этот федеративный договор не подписан, то и в Конституции российской мы оказаться не должны были. И война, начавшаяся в 1994 году, вернее, повод к этой войне, основания для этой войны были заложены именно в этой Конституции, которая была принята 12 декабря 1993 года, на 1,5 года позже Чеченской Конституции. И вот мы с тобой все это рассказали, ничего такого, это просто исторический экскурс был сделан, да, приводя доказательства и документы, чтобы нас с тобой не обвинили в каком-то голословном утверждении. Были приведены ссылки на законы с фотографиями, с датами, все как положено, и не было никакого основания это делать. У них-то есть эти основания, но вот им возразить нечего. У них, да, они, конечно же. И YouTube, который, как правильно ты говоришь, американская администрация, американская политика, днем и ночью мы слышим из всех уже чайников пропаганда, русская пропаганда, путинская пропаганда, там фейк-ньюс, там Russia Today, уже там в Америке ему там кислород перекрывают, слава богу. Везде в мире они уже не рукопожатны, вот эти все пропагандисты российские. И мы с тобой, люди из русского информационного поля, скажем так, да, которые очень хорошо знаем изнутри эту кухню, намного лучше многих американских аналитиков и экспертов, и не только американских, и немецких, и чешских, и так далее. Потому что мы с тобой выросли в этом, да, мы все это прекрасно знаем, даже на таком на интуитивном уровне мы с тобой можем многие вещи, и мы понимаем с тобой, когда говорим о каких-то вещах, мы с тобой сразу же понимаем, о чем мы с тобой хотим друг другу сказать. И мы с тобой как бы должны быть, по идее, те люди, которые, которых не то чтобы прислушиваться, хотя бы не мешать нам, да, дать нам вот настоящую свободу слова, и чтобы нам какие-то там мерзавцы из Роскомпозора не мешали делать свое дело. Но вот происходит то, что происходит. Большие деньги, и американская администрация будет вкладывать другие деньги, да, чтобы противостоять этой пропаганде. А мы с тобой, которые на общественных началах, не имея никакого заработка с этого, будем заниматься, и нам будут ставить препоны, будут нам мешать с тобой. Странно все это, но это надо понимать, я с тобой полностью согласен.
Да, Арслан, я с тобой тоже согласен, мы согласны друг с другом. Это действительно очень странно. Единственное, что остается надеяться, что, может быть, что-то изменится в будущем.